Местные верят, если хотя бы заварить трубу, то весну она еще выстоит, иначе беда. Такие потоки страшнее половодья. Уже сегодня вода заливает окрестные дома. 2 месяца уже воды нету. 2 месяца. Сегодня уже кончается месяц. Люди же нуждаются в воде. Старухи куда пойдут? 80 лет. Где взять вода? Пить-то охота, мыться-то охота, стирать-то охота, нету вода. Когда вышка переломилась, как спичка, решение куразовцы нашли быстро, только не учли все риски. Воду пустили из насоса, а вот трубы оказались переломанными той самой башней. Падая сельчанам, она не оставила и шанса. Где-то к концу декабря уже произошел вот из-за халатности оператора, который у нас там был в деревне, замерзание воды. Он должен был следить как бы за этой водой. То есть башня часть замерзла, и ввиду старости башни при сильном порыве вот произошел опрокидывание башни. Ни ведерка, ни кружки, ни даже капли. Сегодня вода здесь только привезенная. Ехать нужно за многие километры, что накладно для пенсионеров. Зявид Сираев нашел свое решение. Искать нужно не воду, а правду. Обратился 7 февраля исполнительный комитет Менделеевского района, руководитель аппарата Менделеевского района Лилии Галеевой, прокурору района, Чуракову Антону Владимировичу, с заявлением от 10 числа. Но сегодня вот вопрос 28 февраля, и до сих пор вопрос нерешенный, так как в деревне нет воды. Прорыв начнут налаживать со дня на день. Спустя 2 месяца подключился и исполком. Говорят, не ремонтировали раньше, потому что не нашли место прорыва. Сегодня техника и люди уже на месте аварии. Мы будем следить за ходом работ. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Менделеевский район.